Кайс хакла радио үтлегенемер. Паян 2020 шулы шугуехен ултамаша Таллин Чавашлагалажать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 6 мая 2020 года. Таллин говорит по-чувашски. Хакла пирен тузымырземер. Раскал каларма такшандамбах тимлези легенемрземер. Паян хикаларым райы берсире. Шу уявесем жинжен каласабарашын. Чуваш халық ела ергебе шихынна авалхи уявсем хальхи самантрада пире савындарай шешкеха. Паян хикалашу каллах чуваш халық уявесем жинжен пуля. Каларым райы бер агадуй жинжен калажы бір. Уявба шихынна тірлі самансем жинже чарынса тұры бір. Чувашсен иртня авалхевых трамбах тырцапыны илемлі елазем уявзем, халықра чырылзе вайлаланса кайылладавырнайшы. Візен шудынже тірлі уявзем бұр. Шыварни, сургури, агадуй, шимек, шинже, халі ларах петравдені перещевыхрах. Тада тізене де азайлме булайд. Дорогие друзья, мы с вами сегодня обратимся к теме, связанной с традицией старинных чувашских праздников. Наверное, в них и кроется душа народа, если мы вновь и вновь начинаем с этим знакомиться и опять обращаемся к теме национальных праздников, а в этот раз мы с вами с удовольствием поговорим о праздниках весенне-летнего цикла. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам об одном из древнейших праздников чувашского народа, который связан с почитанием земли как кормилицы, с бережным отношением ко всему, что дает нам возможность привязать современное течение к жизни к давнему бегу времени. О празднике Агадуй волна этого праздника обычно прокатывается по всем регионам России, где проживают чуваши. И, конечно, в первую очередь это происходит во всех районах Чувашской республики. Ага хыщенхи шурхи уявзень пурьендеде хызень май иртня. Терля ятпаазын навзене. Халыхраутларах агадуй, агадуй уяведени ширеплення. Агадуй сымах агату забдернине. Шурхи эштенжень эшке шиге елыне дуса ирттерсе уйрылныне, омыртса керешсе. Выляза шынгерсе чывашлық тыдымне, шыр ырлықне вайлалатныне білдерейд. Ваттызем калана дырық, шүрхи агара агабуш тыры акна анана пәдіштерейді кен. Агадуя пірвіғытра ішлі юр уяве тесе калатчыш. Эдуард Мурзаев калана дырық, ага, аган, терекстен авалхи смахесем. Весем уйхире, ага уя, сабынаган юхыма, юхан шыва білдереші. Шире сухаламалы хадырзене чывашсем, ага буш, суха буш, тударзем вара сабан дезе галашы. Сабан сымах евыш турачы, плуг, ага буш, ана трення. Ар тымаря, суха буш онланузене де білдерейд. Агадуй – весенний праздник чувашей, посвященный земледелию. Этот праздник объединяет ряд обрядов и торжественных ритуалов. В старом чувашском быту Агадуй начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых. Название Агадуй сейчас известно чувашам повсеместно. Однако сравнительно недавно верховые чуваши этот праздник называли Сугаду, Суга – пахота, Туя – праздник, свадьба. А низовые – сабан-дуя или сабан, от татарского сабан – плуг. Чендерлене хапхине уйса кура, кетне ханати
Мунгун иртегайны хыщын чываш агана тухма хирежезене хадырленме дыдына. Тыры дышне тіріслене, суға бұжезене юзана түрлетне. Тада агадуй уяве валле абатшимеш хадырлене, сыраб жерне, шымарда земде херетне. Кашни шемье ератне уяват, тәрлі гунзенде бұшлама бұлдарна. Уяве вара, ерне тырышибех тазална. Хужазем хыназене кетсейлме хадырленсе житсен, хызем батнет таванезембе күржі аршыне хынаначынне. Хыназем щитна, шереп пәдім шур таврашне тазатна, кабырлатна, седел варрине алдарба сыралартна, тәрбе ерешлене алжылы жіне шығырба чығыт хуна. Кашны хынана хужа тарават кетсейлні, алран гайме аги сухи юрыба уява пушла заяна. После Великого дня Мунгун, Пасха, чуваши начинали готовиться к весенним полевым работам. Ремонтировали сельскохозяйственные орудия, готовили семена. В последних числах апреля, перед выходом на пашню, начинали готовиться к торжествам по случаю полевых работ. Для проведения ритуальной части Агадой заранее варится пиво, готовятся съестные припасы, красятся яйца. Празднование Агадуя в разных домах начинается в разные дни. Праздник продолжается целую неделю. Приготовившийся к празднику чуваш в определенный день созывает родственников и соседей. К их приходу в избе накрывается богатый стол. Во главу стола ставится алдар, братина с пивом. В середину стола на специальном вышитом полотенце сальга блюдо с караваем хлеба и кругом сыра. Как только соберутся все приглашенные, хозяин назначает одного знающего ритуал старца главным по проведению праздника, и тот приступает к исполнению своих обязанностей. Каждому из присутствующих он подносит кружку пива, раздает по кусочку съестного, изготовленного из зерна и из животных продуктов. Обычно это бывает ломтик калача с сыром или с маслом. Как только раздача заканчивается, руководитель запевает старинную песню «Алран гайми, аги сухи, сефи пашня, вековечное дело наше». И все подхватывают этот гимн земледельческому труду. После завершения песни под руководством старца все совершают моление, обращаясь по обыкновению в сторону приоткрытых дверей. В старом чувашском быту все дома в деревне строились дверями на восток. Тюркские народы с незапамятных времен совершали свои молитвы, обращаясь в сторону восхода солнца. И эта традиция удерживалась чувашами вплоть до начала XX века. Паянгегуна Агадуя мәлі ертерні пире кескен хуравламада майшук боль. Ял-ял пуршердеде хойне майлы уявлана. Хошысем шүрхи уяв, шүрхи воя, таба, пуху, хераги десе каланы де болна. Тіллеве бірре, ваттызене, вильнезене, шыр ұрлықне азынса, шүттін жерен, ұрылыпқа, шандалы кыйтса учукне, уйчукне, чуклене хыщан, тепіргунне, кунезенже, ял халахе, торохри ялсенже жинзем, шамрыксем агадуй улықне шаранне пуштарына. Агадуй лабаменже, агадуй юби, каштыларна. Унын хересле турача, кашты жине твада питшылы жакна. Питшылысен, пәлдір качагайса туйтун арымзем бана. Шиденнине палырдас деген шамрык паттырзем юба жине улықса, питшылыне илзянмалы войыра керешне. Питшылыне илзянзанвана когор урлы шаксаяна. Агадуйра лажазембе умыртмаллада жупна. Етада херобраш пана питшылыне, юланутша вестерзе шеклезе браганскере, хуза житсе, алла илзе мала тухмалла полна. Шендереген лажы ургамахе шине, юланутша жине питшылы шакна. В день Агадуя деревня принимала праздничный вид. На улицах царило веселое оживление. Соревнования проходили на лугу за деревней. Обычно выбирали место рядом с рекой и лесом. Еще до полудня
население деревни начинало стекаться на традиционное место, где обычно проводили конные скачки. Впереди шли выборные старцы. Вместе с ними верхом на коне ехал один из парней, который нес длинный шест с привязанным к верхнему концу полотенцем, своеобразной эмблемой праздника. Многие отправлялись на Агадуй на подводах, тарантасах. Лошадей и сбрую празднично украшали. В гривы вплетали разноцветные ленты и кисти из шерстяной пряжи. Дугу обертывали цветной тканью или полотенцем. На опушке леса на почетном месте усаживались старики. Около них вкапывали в землю длинный шест с полотенцем на верхнем конце. Агадуй-ялавя, флаг Агадуя. Халық Агадуй шаранне пуштарынсан, Агадуй ердюшисем Агадуй юби умне тухна. Унумне йывы чашык патчыры шымарда, йыва юсман, пір чашык чыгыт, алдар череспе сыралартна. Келместем келес махесене калана. Шут шандалы кран ыры гунзем, шыршы йыжынчен пулықлы тырбул үстерме, шүлде турыран, ырлық-сывлық, ергеллі пурна шуйтсан, шымардасене шыршене хывза тывада еннелі кустарсан, персе е ывытса брахсан, шер ага уй амаландар, ага туе чибер ирттердесе уява ушна. Шак вохытра егайран, алран гайме аги сухе юрра юрлана. Каш енне гайзан екындырла иртсен, юбаумне лартны кученешсене күлні лавшине хурза кыжал авланна шамрыксем, візене прервада е арым жиерце бына. Акна ана шине кайса прахна е чавысағуна. Аны педелендер, тыры шымарда бек туллы болдыр десе калана. Унғышын Агадуй шаранне таврынна. Каш ене вадырахисем ялзене саланна. Шамрыксем вара васкаманға. Візем юрлана, ташлана, вайызем выляна, вудхывса вудях чертна. Унымынче кардаланса ела юризене юрлана. Шунза дыраган шулымлы вудях урла сикня. Еку ергене Агадуй вешленне кунда иртерня. Молитвах чуваши спрашивали у Всевышнего Тура, главного бога, и подчиненных ему добрых духов обильного урожая, прибыли скота, богатства и здоровья членам семьи, всем родственникам, соседям и знакомым. После завершения молитвы все съедали свою долю, выпивали свои кружки и усаживались за стол. Тут начинался пир горой. Обильное угощение должно было способствовать такому же обильному урожаю хлебов. Для завершения ритуальной части праздника Агадуй каждая родственная группа выходила в озимое поле. С собой брали каравай пшеничного хлеба, круг сыра, яйца, пшеничные или ячменные колобки, пироги, шартан и, разумеется, пиво. Все припасы несли чинно, торжественно. Хлеб с сыром несли на резной тарелке, а тарелку держали перед собой на богато выжатом ритуальном полотенце. Резное ведерко с пивом, через, также покрывали выжатым полотенцем. Все участники ритуала в праздничном одеянии шли со специальной песней, предназначенной для этого случая. Кережу паттарызен тавражынде пәрбәрімбе керешмелле, тулы, пыржа михизене шеклезе чупмалла, чыбыркана турцайызе шартлаттармалла, евыр ябалана чула, е иге потлы кире пуганне, шеклемелле, вырдаган перенезене каска пуганне таратсал артмалла амыртны. Вырын ба урыхлавая земге булна. Шамрыксем хирадезене чучу каруселбе шавлы нухлаттарса ярындарна. Кадачи тарантаса шине ларса юрзем шырандарна. Агадуй шараня тавра юрла шаврынна. Ял-ялзенчен пуштарына халық илзегилне кученешсене эрек сарана урабасемшине ушсалартна. Хызен пәліш тване бе пірле калажа хыналаны.
Кубыспа шабарнеде калана, юрланада, ташланада. Когда народа собиралось достаточно, начинали состязания: бег, скачки, прыжки, борьба, стрельба из лука по цели и так далее. Как правило, состязания начинали мальчики. Сначала соревновались в беге на полверсты. Победители получали до 10 яиц. Детей сменяли взрослые. Они бегали на дистанцию от 1 до 2 верст. Самым популярным видом соревнования на Агадуе являлась борьба на поясах. В качестве пояса используется полотенце. Каждый борец удерживает полотенце в руках, охватывая им талию противника. Борьбу также начинали мальчики. Постепенно очередь доходила до взрослых. Оставшийся непобежденным борец получал титул богатыря – паттер. Его обычно награждали бараном. Одним из центральных моментов на состязаниях праздника Агадуй были конные скачки на 3, 5, иногда и до 8 верст. Победителям скачек дарили вышитое полотенце. Призы обычно привязывали к шеям лошадей. Праздник Агадуй украшали разнообразные шуточные соревнования типа бега в мешке, бега на 3 ногах, разбивания горшка, молодушки с коромыслом и тому подобное. Силу и ловкость показывали в таких играх, как бой с мешками на бревне, поднятие гирь, различного рода перетягивания. Шамраксем уявсем вурзарни гунченех тозылма пулдарна, уява пода, шамарда бежерзе ашы жаласа шизе вишленя. Агадуйра шенгерня паттарзени шиес агадуйчень ятран азынса хизепленя. Уя вирцень шарана юлная балазене пуштарзада затна, унда уда юстерня. Шапларах ергезембе пурынна пирым вадызем. Тадах ас тударатпыр. Пур вырында да уява, агадуя пірбек ергебе пурнашлазабына. Ша вғытрах пур жердеде хой майлы хеде болна. Шамрыксем шаккун авланна, херзене вырлана. Такша навал шуба шыре авландарна ерге пулни жинченде шырза хварный бор. Хальхи вғытра агадуя мле ергелезен лайх пулмаллашы. Вырыне гура пұқса азаттесен чилай ыры елыне хвармалла боль. После состязаний молодежь разбивалась на несколько возрастных групп. Каждая из них затевала свои игры. Парни и девушки устраивали пляски, пели песни. Веселье продолжалось до позднего вечера. Старики и семейные пары возвращались в деревню сразу же после окончания состязаний. Они приглашали к себе домой приезжих из соседних деревень родственников и знакомых, пировали допоздна. Соседние деревни обычно старались проводить Агадуй в разное время, поэтому молодежь, да и взрослые, успевали погулять на нескольких праздниках кряду в своей и соседних деревнях. В состязаниях по борьбе участвовали богатыри нескольких деревень и таким образом выявляли чемпиона всей округи. Такой паттер, богатырь, пользовался всеобщим уважением. У кочевых в прошлом народов соревнования в силе, ловкости и меткости имеют очень древние истоки. Их смысл не столько спортивный, сколько практический, общественный. Кто, кроме такого батыра и его дружины, мог в степи спасти основное богатство рода, его стада, от многочисленных врагов? Поэтому богатыри, паттер, улаб становились предводителями родов, улбут. Не случайно паттер, улаб в чувашском языке, как и улбут, одного корня. Но улбут – это барин, князь, становое лицо. Это говорит о том, что у далеких предков чувашей спортивные состязания во время праздников весенне-летнего цикла имели большое значение. Они служили самым демократическим и эффективным способом выбора предводителей родов и племен. Даже после почти полной утраты кочевнических традиций эти состязания, как важное средство сохранения благополучия рода, выжили, удерживались и органически вошли в состав земледельческих праздников. Примечательной особенностью праздников Агадуй в последнее время являются награждение передовиков производства, концерты самодеятельных
также профессиональных художественных коллективов, соревнования по современным видам спорта, разъездная торговля. В условиях же города, районного центра, такая приближенная к стандарту массовых мероприятий мешанина почти полностью скрадывает поэзию национальной специфики. Видимо, Агадой следует проводить, стараясь сохранить все лучшее от традиционного его ритуала. Шуехенде Агадой кунесем чавашенре пызаккан анлон пулзаердеща. Волхаль республика кунебедешиганна. Хальге вохотрада чавашсемжен шуцар пальгерешля. Шакуя вохотнеле мэлле инже бурунзанда, нумая же тван ениши цеюкметр жат. Ку уява анлон эртереща. Тәрлі шаршывзенчен халық пулдарулы хеп аллаштараган ушкан земкилзе жидеща. Кушу башкара шуцар илем гюрседрайт. В Чувашии в июне широко празднуется Агадой, который заканчивает все празднества, связанные с напоминанием старинного праздника всем потомкам, живущим на земле, и собирают чувашей со всех регионов, чтобы они поклонились своему родному краю. Хали эбир серембе, сыв булажашшень, тевредель булычень туссем. Куколарыма хадрлегенсем, Ираида Захарова, тада Ингрид Янс, сажа режиссера, ерце Бураганя, Ираида Захарова. А теперь мы с вами прощаемся до следующих встреч в эфире. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова.